Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Сборная Якутии по вольной борьбе проведет открытые тренировки в Триумфе. Сразу по прилету из Японии якутские борцы ждут всех в 11:00 в борцовском зале Центра спортивной подготовки «Триумф» на 3-м этаже. Напомним, что с 13 по 27 августа якутские борцы провели совместные учебно-тренировочные мероприятия с ведущими борцами Японии в Олимпийском центре города Токио. Завтра на открытой тренировке они покажут, чему научились в стране восходящего солнца. Приглашаем всех любителей борьбы увидеть и оценить сегодняшнюю спортивную форму наших ведущих борцов. Россиянин Денис Ярцев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 килограмм на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Токио. В матче за бронзу он оказался сильнее представителя Таджикистана. Вторую бронзовую медаль завоевал спортсмен из Азербайджана. Золото выиграл представитель японской сборной. 28-летний Ярцев является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Медаль Ярцева стала второй для сборной России. На чемпионате мира в понедельник серебряную медаль завоевала Наталья Кузютина в весовой категории до 52 килограмм. Чемпионат мира завершится 1 сентября. Российский футбольный клуб «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1-2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире. Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе в присутствии 35 тысяч зрителей. Краснодар стал вторым российским клубом, который встретился с «Олимпиакосом» в двухматчевом противостоянии. Краснодар не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где от России выступит петербургский «Зенит». Краснодарский клуб начнет выступление с Лиги Европы с группового этапа. Российские регбисты полностью готовы к старту Кубка мира в Японии. Об этом заявил главный тренер национальной команды Лин Джонс. Ранее российские регбисты проиграли английскому клубу Джерси Редс со счетом 22-35 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Слава». Матч прошел в рамках подготовки сборной России к Кубку мира. Международный турнир стартует 20 сентября в Японии. В матче открытия турнира национальная сборная России встретится с хозяевами первенства. Бывший нападающий английского Манчестер Юнайтед и сборной Франции Эрик Кантона стал обладателем награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА. 53-летний Кантона получит награду завтра в Монако во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Кантона выступал за самые престижные французские команды. Также представлял английский Лидс и Манчестер Юнайтед, за который провел 143 матча, забив 64 гола. Он становился обладателем Кубка Франции, Суперкубка и Кубка Англии, четырехкратным чемпионом английской премьер-лиги. Он был признан лучшим футболистом Европы 1996 года, введен в зал славы английского футбола в 2002 году. Кантона завершил карьеру футболиста в 1997 году. Затем он начал выступать в пляжном футболе в составе сборной Франции. Он становился чемпионом мира в 2005 году. У меня на этом все.